Затопить может половину местности. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какие места опасны для таджиков и почему к ним нельзя приближаться, и почему ничего не делает правительство. Подписывайтесь на обновления, и точно будете в курсе всего самого актуального. В Таджикистане в сезоны дождей сохраняется угроза подъема уровня воды в реках. Сходу селей, лавин и оползней подвержены многие регионы республики. Так, проливные дожди в Кулябском районе, прошедшие в начале ноября, нанесли ущерб многим домохозяйствам. Земельные участки жителей и даже целые районы были затоплены грязью. По словам специалистов, осадков в осенний период в том году выпало больше, чем весной, что стало для жителей полной неожиданностью. Так, в кишлаке Цари-Чашма района Шамсидин-Шахин Хатлонской области был поврежден мост, который соединял его жителей с соседними районами. По словам Зафара Гулзада, представителя района Шамсидин-Шахин, сразу же на место была направлена бригада ДЭУ, которая своевременно устранила поврежденный участок, движение по мосту было восстановлено. По информации отдела Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне в Кулябском районе, около 22 участков в Хатлонской области становятся опасными в результате природных происшествий. Все они нуждаются в берегоукрепительных мероприятиях. На территории Кулябского района имеется 3 оползня в кишлаке Андароп Джамаата Зарбдор и кишлаках Зираки и Автоблика Джамаата Зираки. Все эти оползни признаны опасными геологическими явлениями. На них имеются трещины, которые увеличиваются с каждым годом. Опасным является и то, что вблизи этих мест проживают люди. Как вам такая ситуация? Как вы думаете, ее можно решить? Мы уже привыкли к наводнениям от проливных дождей в весенний период. Однако в ноябре мы таких дождей не ожидали, говорит Файоз Сафар, житель Джамаата Раджабова Васейского района. Природа непредсказуема и предупреждает, что следующей весной можно ожидать дожди сильнее прежнего. Как отметил Нурали Муминов, начальник Ватхоза Кулябского района, после ноябрьских проливных дождей со стороны хукумата города Куляб для кишлака Автоблика предоставлены эскаватор и мехлопата, с помощью которых была очищена грязь. Серьезный ущерб был нанесен участку Набинайон Джамаата Куляб на месте слияния речки Куляб, Саяти-Балай и Деванасай. Для восстановления разрушенного места силами инженерной техники были установлены железобетонные кубы размером в 1 кубический метр. Выполнены земельные работы в объеме 2528 кубических метров. Берега подкреплены железобетонными камнями в количестве 120 штук, приводит данные по ликвидации последствий стихии Нурали Муминов. Водой, сошедшей с холмов Джамаата в Раджабово и Рудаки, был переполнен канал Хукумат. Силами управления Ватхоза Васейского района и Махалинского комитета 3000 метров канала очищено от грязи. Проведены укрепительные работы, которые продолжаются по сей день, отмечает чиновник. Проливные дожди вызвали подъем уровня воды в реке Яхсу, проходящей через территорию кишлака Нихалпарвар Джамаата Раджабова Васейского района. Проведены 350 метров берегоукрепительных работ. Также 500 метров берегоукрепительных работ проводились в кишлаке Кашар Джамаата Рудаки. Берегоукрепительные шпоры 250 метров построены и в кишлаке Кафтархана Джамаата Раджабова. В общем, берегоукрепительные работы необходимо провести на расстоянии 1000 метров, тогда как общая протяженность по Кулябскому району составляет 7488 метров. Только в нашем кишлаке за последние 10-15 лет из-за последствий стихии стали непригодными 40-50 гектаров земли, говорит Хисайн Нуралиев, житель кишлака Хасана Курбанова Васейского района. Если со стороны ответственных структур заранее примут целенаправленные меры, то площадь непригодных земель может быть меньше, ведь проливные дожди кормят нас и дают урожай. По информации Ризазада, главы земельного комитета Кулябского района, до 1 декабря 2022 года в районе насчитывались 168 гектар пассивных земель. После селевых потоков и наводнения вся эта земля стала непригодна для посева. Из 168 гектар 14 гектар находится в городе Кулябе, 70 в Васейском районе, 41 в Фархорском районе, 43 в Тимур-Маликском районе. Только в Дангаринском районе за последние годы под оползнями осталось 408 гектар, говорит чиновник. Чтобы предотвратить такие последствия, необходимо финансирование. Этот вопрос входит в компетенцию хукуматов районов и зависит в большей части от их председателей, отметил Ризазада. Как вы думаете, почему правительство не уделяет должное внимание этой проблеме? Ведь когда затопит половину населения, может, тогда они обратят на это внимание? Что думаете? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.